Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. События будущей недели. Что ждет, да и в целом, какой неделя будет для вас. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь и узнайте самый точный прогноз на песке по событиям будущей недели. И также перед тем, как мы начнем, всех вас, мои самые лучшие в мире, самые дорогие, самые теплые, добрые друзья, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную, очень мощную и теплую поддержку. Земной вам поклон. Итак, пожалуйста, загадайте на себя, загадайте на события будущей недели. Желательно, чтобы вы вопрос от своего имени задали. Это прям поможет усилить канал, и каждый из вас получит нужную и важную информацию. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, молнии. Уже молнии вижу. Комар, молнии. Я бы сказала, что здесь будет разбирательство. С кем-то вы разберетесь, но разберетесь так, вот как раз и навсегда. Комар, кто-то пил вашу кровь, кто-то тянул ваши жилы, кто-то постоянно вами пользовался, да, паразитировал на вас человек. А вот на будущей неделе этому будет конец, да, будет поставлена одна большая жирная точка. Вы больше терпеть не будете. И вот избавитесь от этого паразита, либо паразитки. У кого-то женщина, у кого-то мужчина. Здесь только молния от вас идет, вас будет не остановить. Прям в пылу эмоций человечку прям запретите, да, к вам приближаться, не знаю, там на километр, может быть и на 10 километров, может 10 тысяч километров. Так и скажете: все, не позволяю, не разрешаю, видеть тебя не хочу. Да, избавитесь от какого-то комара, от какого-то кровопийца избавитесь. Кстати, еще такими знаками очень часто проходят моменты нападений, да, например, кто-то постоянно на вас нападал, к вам цеплялся, вас задирал, вот, а вы терпели, вы все думали, ну не может же быть такой человек вот недалекий, да, зачем провоцирует меня? И тут вы уже как терпеть не станете, и как скажете, ну комара этого точно прихлопнете. Вот как избавиться от какого-то недоброго, нехорошего паразита. Именно так идет. Дальше. Какое-то фееричное действие показано. То, к чему вы готовы не будете. Ну, к такому нельзя подготовиться. Но что вас настолько сильно удивит, настолько сильно поразит, прям в самое сердечко вам попадет. Какое-то уникальное, редкое событие, которое очень многое поменяет. Не только на будущей неделе, но и в принципе в вашей жизни и даже в вашей судьбе. Это событие, оно прям ваше, либо на вас целенаправленно идет это событие. Что-то хорошее, теплое, доброе, уникальное. Опять же, вы разные. Меня смотрят и мужчины, и женщины. Вы разных возрастов, живете в разных странах. Вот событие, которое вы никогда не забудете. Всегда будете вспоминать с такой доброй, приятной улыбкой. И это именно на будущей неделе вас ждет. Дальше показана лестница. Лестница, вот как будто бы из какой-то ямы выбраться можно благодаря этой лестнице. Либо на какую-то высоту, например, подняться, да.
из низины на высоту подняться. Лестница, которой вы с удовольствием воспользуетесь. А может быть, вы очень долго ждали, пока эта лестница появится, да, пока вам скинут эту лестницу, либо установят эту лестницу. Будете подниматься, насвистывая, либо припевая. Вот такое у вас классное настроение будет. Ну, лестница – это хорошо. Лестница никогда плохого не означает. Ну, разве что поломанная лестница, да. У вас она не поломанная, у вас она снизу вверх вас ведет, да, поднимает, можно так сказать. У кого-то, кстати, по такой лестнице может даже повышение по службе пройти, либо рост ваших доходов, либо действительно завершение какого-то цикла проблем, либо неурядиц в вашей жизни. В общем, лестницей с удовольствием будете пользоваться. И я так понимаю, что вы очень долго ждали этого момента. Дальше. Мужчина за женщиной ухаживает. Это какое-то свидание. Я не знаю, видно вам или нет. Вот этот фрагмент, видите? Вот женщина, вот мужчина, а вот их чаши, ну, бокалы. Это про любое, это про свидание. Птичку вот эту видите? Птичка прям счастье обещает, про счастье вам поет. Руки длинные. Может быть, вы давно не виделись, либо давно друг другу нравились. Что-то ждет вас на этом свидании. Либо, в принципе, для вас будет это в новинку, да, пойти с этим человеком на свидание. Может быть, он осмелится, впервые вас позовет, пригласит. А может быть, человек именно на свидании вот действительно раскроет перед вами сердце и душу, еще и сделает вам предложение, потому что птичка показана. Ну, явно о чем-то будете таком говорить, связанном с любовью, с тем, чтобы съехаться, со свадьбой, с продолжением рода, да, вот такие хорошие моменты. Но чаши, вы как празднуете, вы эти чаши любви поднимаете, как тост какой-то говорите, какое-то необычное свидание вас ждет. Ну, а если вас позовут на свидание, ни в коем случае не отказывайтесь, поверьте. Это свидание счастье вам обещает. Вот помяните мое слово. Ну, а длинные руки либо давно не виделись, либо очень долго друг к другу присматривались. Да, и так можно прочитать. Дальше, мои хорошие. С левой стороны топор острием вверх. Какой-то гусь, либо гусыня прям на этот топор прям садится, да, садится. Ну, гусь либо гусыня с левой стороны, и это прям желанная добыча. Гуси — это всегда к достатку, это к приобретениям, обретениям, вот что-то получить, обрести, да, вот так идет. Топор лежит, то есть не то, чтобы вы там с тем топором за гусем гоняетесь, нет, топор лежит, гусь сам на него садится. Вот он, видите, какой красивый гусь. Ну да, это гусь, потому что у лебедя у него немножко другая шея. Ах, мои хорошие, какая-то неожиданная прибыль, либо неожиданный достаток, либо вот вам действительно что-то достанется. Достанется то, чего не ждали, на что не надеялись, в принципе, ничего не предвещало. Кстати, достаться может не только вам, но и, например, вашему близкому человеку, с кем вы вместе, например, проживаете. Прям как сам в руки идет, да, еще и сам на топор прыгает, типа, я все сделаю сам, вы подождите, сейчас будет готова тушка, да, мясушка покушаете. Слушайте, ну прям тут, дай Боже, мне нравится. Ой, а тут еще и рыбка, но рыбка, кстати, маленькая, рыбка уплывает. Это расходы. На что это будете тратиться? Башмак перевернут, рыбка уплывает. Может быть, вам обещали что-то, да, либо вы с кем-то договорились, например, клиент, да, клиент, который вот я приду, кровь из носа, там, заказ сделаю, да, либо на какую-то услугу дорогостоящую. Рыбка уплывает, что-то может поменяться. Клиент либо не дойдет, либо как-то резко планы переиграются. Ну, а может такой клиент, знаете, наговорил с 3 короба, а потом не смог, да, физически не осилил. Но рыбка небольшая, поэтому я не думаю, что вы сильно будете сожалеть. У вас он огромный гусь, зачем вам эта мелкая рыбешка?
Дальше показывают худую женщину, меч в руках. Ну, меч какой-то, знаете, как это, зубочистка, да? Что такое странное, непонятное, смешное. Худая, либо анатомия такая, да, вот худой человек, либо худая, потому что у нее проблемы в жизни, да, ей плохо. У нее ножки ватные и ножки подгибаются. Не может на ножках стоять эта женщина. Что она с вами ругалась, либо она с вами конкурировала. Может быть, она вам угрожала. Может быть, она вам жизнь портила. Понимаете, да, у каждого свое. Но вот у нее ножки ватные и подгибаются, и она на ногах стоять не может. Прям ей очень плохо будет. Очень плохо. Может винить вас, а может быть, ну, ее таким образом ваши хранители остановят, да, ангелы-хранители, либо хранители рода. Ножки прям совсем коротенькие стали, еще и подогнулись, еще и ватные, понимаете? На таких ножках вообще никуда не уйдешь. На таких ножках разве что ползать можно. Скорее всего, вы что-то об этой женщине узнаете, чему вы, конечно, не порадуетесь, но отдадите должное. Так и скажете, так тебе и надо, да? Нечего было угрожать, нечего было мне мешать, нечего было лезть в мою жизнь. Вот мне идет, что эту женщину именно остановит. И вот эту зубочистку она действительно может применить по назначению, поковыряться у себя в зубах, да? Может, яд весь выйдет, если она будет это делать. Как-то не сладко ей придется. А вам, наоборот, хорошо, а ей не сладко. Еще здесь показывают желания, направленные в вашу сторону. Кто-то очень сильно захочет от вас чего-то. И человек во имя своего желания способен пойти на все, на подлог, на обман, на применение силы, на хитрость, да, на что угодно готов пойти. Отсыпка у нас общая, меня смотрят и мужчины, и женщины. Но вот что есть, то есть, да. Вам еще придется как-то от этого человека увиливать, ну, либо прятаться, ну, либо даже скрываться, да. Вот наступит такой момент, что вы такая, нет, лучше не общаться, лучше не встречаться и обходить десятой дорогой. Человек не контролирует свои желания, либо человек такой, знаете, вот уверен, что ему все должны. Вот если я хочу, то все должны это делать, да, вот как-то так себя ведет. И вы от этого человека то ли скрываетесь, то ли прячетесь, то ли специально вот пытаетесь разминуться, да, вот такой момент показан. Но вы все делаете правильно, потому что человек вот как безумный. В силе своих желаний человек безумный становится, да, опасный даже, я бы сказала. Особенно вот если вы женщина, а этот человек мужчина, и он желает вас как женщину. Хотя, с другой стороны, если вы мужчина и вас желает женщина, это тоже может быть и чревато, и опасно. И не только тем, что она может осуществить свою мечту, но и тем, что она, например, может потом еще заявить на вас, да, вот как... Бывают такие случаи, да, конечно, пусть это все в песке останется, но тем не менее, я вас предупредила. Человек одержимый своими желаниями, и вы будете от этого человека немножко вот скрываться, прятаться, мне идет. И правильно делать, да, потому что ничего не докажешь, не откажешь, да, человек прям преследовать может. Так, и еще с правой стороны шторы. Какие-то шторы раскроете. Причем шторы такие, знаете, тяжелые шторы. И эти шторы весь свет от вас закрывали. Открыть шторы, узнать правду. Да? Раскрыть завесу тайны. И также по шторам внести ясность. Да? Пролить свет на какие-то обстоятельства. Ну, с правой стороны, значит, на пользу вам пойдет. Может быть специально, может быть случайно. Да, вот что-то узнаете, поймете, либо вот как ясность придет в вашу жизнь. Может быть, вы запутались, вы не знаете, как действовать дальше. Вот ясность придет, шторы вы точно раскроете. Дальше показывают женщину, на метле летит. Ну, кстати, летит в правую сторону. Такое интересное средство передвижения, безотказное, я бы даже сказала. Ну, когда женщины на метле летают, их уже не остановить. Женщины, девушки, мои хорошие, на будущей неделе вы явно своего добьетесь, и ваше от вас не уйдет.
с таким-то транспортом, да, как метла, вот поверьте, вам ни пробки не страшны, ни пешеходы, да, везде прилетите, долетите и дело свое сделаете. Прям летите. Не высоко, конечно, летите, но тем не менее в правильную сторону летите. Мне нравится этот знак, вообще прям одобряю. Я за вас, я одобряю. Так, кошелек. Ой, как много людей в ваш кошелек будет заглядывать. Прям, смотрите, разного возраста, мужчины и женщины. И все в ваш кошелек заглядывают. Интересоваться могут люди вашими доходами. Возможно, вы получите доход, и, да, и люди про это узнают, и прям придут сразу и узнать, сколько вы получили, и заодно и попросить, да. Дай. Тут и родственники могут, и знакомые, и соседи, и дети могут, да. Мама, ты зарплату получила, да. Ну, дай мне там на игрушку, дай мне на то, на сё. В общем, очень много людей заглянут в ваш кошелек. С правой стороны, скорее всего, вы отказывать не будете, да, не тот вы человек, чтобы отказывать. Деньги есть, почему бы не дать? Кошелечек у вас, в принципе, тугой. Да? Можете себе позволить сделать приятное тем, кто вас окружает. Ну, прям бешеный интерес к вашим доходам идет. Дальше. Вы как будто бы 2 улиток пасете. Вот знаю, что можно пасти коров, овец, гусей. А вот тут улитки. Ну, это какое-то интересное занятие. Главное, чтобы вам это пользу приносило. Да? Вот с правой стороны 2 улитки, вы их пасете, можно сказать, так прутиком бьете, подгоняете, да, в нужную сторону. Будете пользоваться какими-то инструментами, либо возможностями для того, чтобы ускорить какие-то события. Но тут 2 события. 2 события, либо 2 ситуации. Несмотря на то, что улитки очень медленные, но ваш прутик сделает свое волшебное дело, и улитки явно ускорятся. Но вы собой довольны будете. Это самое главное. Дальше. Мужчина и женщина о чем-то договорятся. Причем я вижу, что мужчина женщине уступать будет. Хотя изначально мужчина на это не рассчитывает, либо он этого не хочет. И мужчина как дважды уступит, либо в 2 каких-то моментах уступит. Несмотря на то, что мужчина большой, женщина маленькая, женщина знает, как на него воздействовать, да, на какие мозоли нажимать, кнопочки, эти участочки. И вы своего, девочки, добьетесь. Может быть, с мужем будете говорить, может, с женихом, может быть, с сыном, братом, сватом, отцом, начальником, либо каким-то мужчиной, служащим, допустим, да, представителем какой-то организации. Вот дважды он вам уступит. Дважды уступит. И, знаете, сам не поймет, как это все случилось, как вы смогли этого добиться. Но это ваш триумф, это ваша победа над этим мужчиной. Смотрите, и отношения не испортите, и не поругаетесь, а своего добьетесь. И мужчина дважды пойдет вам на уступки. Очень славный знак. Дальше. Вам придется кому-то подчиняться. Скорее всего, начальству, либо каким-то законам, правилам, допустим. Я скажу вам, как вижу, вам это не нравится, вам это очень не нравится, и, возможно, вам даже придется сделать очень серьезные усилия над собой для того, чтобы подчиниться. Но это правильно. Вот нет других вариантов, нет другого выхода. Если надо, то надо. Вы будете недовольны, но с другой стороны, поверьте, лучше подчиниться, да? А может быть, вы сами это понимаете. Лучше я подчинюсь, чем буду лезть на рожон. Ну вот не те обстоятельства, либо не та ситуация, где я могу что-то изменить. Но вот как перед кем-то, ну, кланяетесь, да, вот поклон делаете, это подчиняетесь, значит. Ну, перед каким-то высоким человеком, либо это вообще какая-то фемида, да, закон означает. В общем, примите, да, вы это примите. Может быть, с болью в сердце, либо с таким
праведным гневом, но вы это принимаете и вы это делаете. И это правильно, вот правильно. Поверьте, вам это еще вернется. Если вы сделали по закону, либо подчинились начальству, вам еще это вернется. Вам это и зачтется, и вернется. Да, жизнь иногда такая. Иногда приходится склонить голову, закон, да, верховенство власти и закона. Если будет беззаконие, либо каждый будет нарушать закон, то вокруг будет хаос. Да, может быть, даже в некоторых странах, где особо законы не работают, либо там органы власти не работают, там и происходит хаос. Вот. Вы человек порядочный, вы уважаете закон, либо уважительно относитесь к начальству, да, вот я вижу, что вам придется подчиниться. Это не во вред вам, это наоборот вам во благо пойдет. Вот такое скромное, может быть, утешение для вас. Дальше. Вот здесь над какими-то людьми очень дырявый зонтик. Это даже не зонтик, это как скелет этого зонтика, да, материи нет, одни вот эти спицы торчат. А какие-то люди лишаться защиты. Может быть, защита магическая, может быть, защита покровительства, да, сильных мира сего. И, в общем, они прям чувствуют себя такими несчастными, голенькими и стесняются своей наготы. Да, может быть, сразу и не скажут, а может быть, даже не от них узнаете, а от кого-то другого узнаете. Тут с левой стороны это, конечно, неожиданно, но с другой стороны закономерно, да, потому что эти люди либо перебарщивали с этой защитой, либо эти люди этой защиты недостойны. Да? Потому что вообще какая-то шарашкина контора, друг друга покрывали, а теперь все это выясняется, проясняется, вылазит на поверхность. Тут как то ли 2, то ли 3 человека защиты лишатся. Вас это как-то косвенно касается. Дальше показан большой жук. Большой жук, он у вас поднимается наверх. Это тоже хороший знак. Жуками и доход могут показать, и момент везения, удачи, и даже стечения приятных, благоприятных обстоятельств. С левой, правда, стороны, может быть, вы не будете ждать, либо вы не будете на это рассчитывать, но это произойдет. В общем, этого жучка будете готовы расцеловать. Вот вовремя он попадется, и вовремя он поползет вверх. Дальше. От чего-то вы откажетесь. Причем откажетесь достаточно, резко. Да? Может быть, вы чего-то очень сильно хотите, планируете, настроены, а потом в один момент вы резко передумаете и скажете «нет». Это нормально. Может быть, вы выберете что-то более насущное, актуальное, либо более важное для вас. Да? То есть умение делать правильный выбор – это прям очень важно. И также, возможно, вы прям почувствуете, что вам нужно отказаться. Вот сами себя понимать не будете, а вот это предчувствие сделает свое дело, вы доверите своей интуиции, вы скажете «нет». Нет, не хочу, не буду, не мое. Да, вот как-то так не идет. Отказ какой-то. Вы именно отказываетесь. Дальше. Буква М. Человека зовут на букву М. Имя, фамилия. Держитесь от этого человека подальше. От этого человека чем-то фонит очень сильно, неприятным. Может быть, человека сглазили, может быть, прокляли. А может быть, человек чем-то заразился, да, ходит и вирусы, бактерии распространяет. Скорее не бактерии, наверное, а вирусы. Да. Вот. Лучше подальше держитесь, либо соблюдайте дистанцию. В дом не приглашайте. И если уже пригласили, лучше отмените приглашение. Потому что от этого человека какие-то прям неприятности идут. Неприятности, да. Человек болен, придет к вам дома, у вас потом все дома заболеют, не дай бог. Неприятно, очень даже неприятно. Либо человек действительно под негативом находится, придет к вам в дом, наследит там своим негативом, потом у вас там что-то будет биться, ломаться, либо скандалы начнутся в доме, драки. Тоже неприятно, не надо. Человек на букву «Э», мужчина либо женщина. Дистанция подальше.
лучше меньше коммуницировать и уж тем более домой к себе не приглашать, не звать. Это важно. Если кого-то из членов семьи зовут на букву М, это к ним не относится. Так что не переживайте по поводу этого. Не напрягайтесь. Если вас зовут на букву М, это тоже к вам не относится. Так, и еще показывают мне 8. Ну, 8 работу может означать бесконечность и какой-то цикл. Один цикл завершается, другой начинается. Плавный переход из одного в другое. Как-то это для вас будет неожиданно, потому что на линии судьбы неожиданно, но очень приятно. Знаете, как приятная неожиданность. Да, вот как-то так идет. Может быть, на работе что-то хорошее случится. Может, там премия, чаевые. Начальник будет доволен, да, похвалит, по плечу похлопает, кого-то поцелует. А может быть, вы что-то завершите и вот новое начнете. Порадуйтесь, что завершили, и порадуйтесь, что новое начинается. Ну, такой знак, знаете, она небольшая, эта 8, но она есть, и она прямо на линии жизни у вас лежит. Пригодится, да? Все будет хорошо. Так, от какой-то бабочки будете отбиваться. Бабочка. Преследует вас, что ли, эта бабочка, то ли ей что-то надо от вас. Ну, по бабочке это обычно легкий человек, безответственный, такой, знаете, жизнерадостный, беззаботный. И бабочки, они обычно любят за чужой счет пожить. Будете от этой бабочки прям отбиваться, а она прям за вами будет лететь. Ну, что есть, то есть. Ну, тут явно к вам кто-то будет приставать. Приставать там с целью познакомиться, либо вместе провести время. И вы посмотрите на этого человека, скажете: да ну тебя, да, и не нравишься, и вообще таких не люблю. Прям не тянет, да. Другого уровня люди мне интересны. Ну, вплоть до того, что вот по улице будете идти, мужчина пристанет: девушка, давайте познакомимся. Либо вы, мужчина, вот зайдете куда-нибудь там в помещение, либо там в кафе, ресторан, магазин, и вот женщина к вам пристанет: мужчина, вы такой красивый, хочу быть вашей женой, да, либо подругой, давайте познакомимся. Ну, немножко неприятно, да. Когда к вам пристают, это всегда, наверное, неприятно. Нет, ну если человек вам нравится, либо понравится, да, это другое дело. Но бабочка слева летит, то есть, скорее всего, нет, не понравится. Но приставать будет, к вам точно будет приставать. Еще я вижу, что вы в начале недели как-то себя тяжело будете чувствовать, а вот где-то к серединке недели прям раскачаетесь. У вас как второе дыхание откроется, то ли груз какой-то спадет с ваших плеч. Вот понедельник, вторник прям очень тяжелые дни. А вот в среду уже как-то все и с улыбкой, да, уже как-то легче, проще. Четверг вы вообще как на коне, да, а пятница для вас вообще чумовая идет. Как-то интересно у вас неделя строится. Хотя, с другой стороны, может быть, у вас выходные такие будут дерзкие, веселые, активные, да, толком не сможете отдохнуть, поэтому понедельник тяжелый. Может быть, вы на понедельник там кучу всего напланировали, будете в делах, и усталость может дать о себе знать. Ну, вот как-то так показали. У вас график, да, понедельник это самая низшая точка, а вот пятница самая высокая. Ну, по активности, по настроению, состоянию, да, как-то так идет. Так, кораблик, за спиной кораблик. Кто-то едет. Кто-то едет, причем, я бы даже сказала, спешит. Да? С приездом человек спешит. Едут к вам, потому что кораблик плывет по направлению в правую сторону, к вам плывет. Так, птенец. Нянчитесь с птенцом. Либо это кто-то маленький, младший, либо это какая-то работа, которая потребует очень много времени, усидчивости и внимания. Да, птенец, который превратится в такую приятную денежную курицу. Либо это кто-то очень юный, кому нужна помощь, наставничество, да, участие.
Прям придется понянчиться, придется повозиться. Но время точно уделите и выделите, и будете заниматься этим птенцом. Может быть, вы уже это запланировали, а может быть, перед фактом вас поставят. Да? И еще у кого-то чемодан в руках. Вы то ли уезжаете, то ли какая-то поездка вас ждет. Чемодан. Документы не забудьте. Вот вещи вещами, а документы важнее всего. Какие-то документы. Вы себе как будто бы из будущего хотите напомнить про какие-то документы. В голове должен быть знак «вопрос». Не восклицательный, у него вот это, что «О боже, я еду», да, может, на отдых едете. А вопросительный знак должен быть. Все ли я взяла, все ли документы я взяла, деньги, там, карточки, да, вот такие вопросы задавайте. И не ленитесь, все перепроверяйте. Вот собрали вещи, перепроверьте. Перед тем, как из дома выходить, перепроверьте. Приехали в аэропорт, либо на вокзал, перепроверьте, да, вот как-то так нужно действовать. Да, с чемоданом вас вижу. И еще, мои хорошие, на будущей неделе человек, который перед вами в чем-то виноват, будет стараться вам что-то то ли подарить, то ли как-то выслужиться перед вами. Ну, типа помогатор, да, либо тот, кто дарит. Вы будете задаваться вопросом, да, зачем человек это делает, да, с какой целью. А я вам говорю сейчас, этот человек перед вами очень сильно виноват. Возможно, на будущей неделе узнаете, возможно, через неделю узнаете, почему человек перед вами виноват, да, и к чему были все эти подарки и услужливое поведение. Прям будет очень стараться. Это может быть и мужчина, и женщина. Мне идет, что вам этот человек все время что-то приносит, предлагает. Да? Ну, виноват. Этот человек перед вами виноват, там какой-то грешок явно за этим человеком. И человеку стыдно, неудобно, совесть, скорее всего, мучает. И человек старается вот хотя бы таким образом себе облегчить участь, да, договориться со своей совестью. Нет бы признаться, покаяться, нет. Человек будет именно идти другим путем. И еще здесь показана какая-то, как встреча, разговор, может быть, деловой разговор. Показан человек, который зажигает лампу, дает решения, дает советы, может, какой-то эдвайзер. Может быть, это и в поликлинике доктор, может быть, это какой-то специалист узкопрофильный. Вот лампочку зажжет, а вы с таким удивлением будете это все внимать, слушать, усваивать эту информацию, как намного откроет вам глаза, либо очень много полезной и ценной информации вам сообщит. И такой совет вам, может быть, записывать, да, хотя бы на диктофон записывать. Ну, сейчас у каждого есть смартфон, да, есть там функция диктофона. Не поленитесь, поверьте, вы не пожалеете. Потом у вас будет возможность всегда это переслушать, да, и еще раз послушать. Может быть, что-то упустили, либо не так восприняли, да, вот это важно. Это важно. Вы как тоже сами себя хотите предупредить. Внимательно слушай того, кто лампу зажигает, и вот как-то надо записать. Может, рукой даже записать, а может, на диктофон записать. Ну, надо. Это не будет лишним, это вам точно не помешает. Еще показан ребенок на стул залез. Стул. Ну, заметить, да, ребенка заметят вашего, либо ребенок хочет, чтобы его замечали. Будет внимание на себя оттягивать, да. Ну, либо вот ребенка в школе заметят, либо заметят, может, в спорте, да, вот где-то в чем-то заметят, может, пригласят, да. Вот, для вас это прям будет такой неожиданностью немножко.
неожиданностью, но каким-то важным моментом. Действительно важным. Вот точно не проигнорируете. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.